Хорошо. Ну, еще раз давайте тогда с вами познакомимся. Меня зовут Маргарита Николаевна. Как вы видите на слайде, я зав. Отделом абонемента Национальной библиотеки. Работаю уже в этой должности, не совру вам, ну где-то да, вот 4-й год пошел. До этого тоже работала в библиотеке национальной в разных отделах. На слайде вы видите телефон мой, да, уже у нас с вами наладилась связь, да, посредством СМС. Для чего телефон? В общем-то, я никогда не буду против, если будете вы звонить мне по каким-то профессиональным вопросам, да. И кроме того, сегодня в течение лекции тоже можно задавать вопросы, обмениваться мнениями. Я думаю, что чтобы нам было взаимно полезно это общение сегодняшнее. Сразу скажу, что у меня первый опыт такого обучающего мероприятия, когда оно идет в трансляции. Больше, конечно, я люблю работать в таком взаимном общении, но попробуем и так тоже с вами поработать. Лекция называется «Система размещения фонда как фактор продвижения книги и формирования читательского вкуса». Вы видите, что здесь есть небольшая ремарка, не библиотекарь в библиотеке. В общем-то, несмотря на то, что стаж моей работы в библиотеке уже более 10 лет, высшего образования библиотечного я не имею. Есть у меня среднеспециальное образование, которое я получала уже в процессе работы. И вообще такая ситуация на сегодняшний день, она достаточно типична, когда в библиотеку приходят работать непрофессиональные библиотекари. Не скажу, что это плохо, и даже на сегодняшний день в какой-то мере это хорошо, потому что когда человек приходит из другой отрасли, с другим образованием, он, в общем-то, видит какие-то нюансы, которые людям, которые уже давно работают, они уже намылили глаз, да, приелись, и они уже не обращают на это внимания. Поэтому стороннее мнение, в том числе мнение не библиотекарей профессиональных, оно тоже бывает очень и очень полезным. Сегодняшняя лекция наша с вами будет состоять из теоретического блока. Мы поговорим о размещении фонда в принципе, о фонде открытого доступа, потому что продвижение книги и чтения, как правило, это задача именно отделов, таких отделов, как отдел обслуживания, отдел абонемента, да, читальные залы, где на сегодняшний день присутствует тенденция максимально открытого доступа для читателей. Также мы с вами, в общем, поговорим о расстановке фонда как таковой и о том, какие моменты можно привнести в расстановку фонда для того, чтобы размещение и расстановка максимально играли на продвижение книги, на продвижение чтения, да, на удобство и комфорт для читателей. Кроме основных таких теоретических вопросов по расстановке, которые я напомню вам из библиотековедения, да, из теории нашей библиотечной, также мы обратимся к законам мерчендайзинга, которые тоже на сегодняшний взгляд в библиотечной расстановке могут быть нам очень и очень полезными. Если в процессе моего доклада, да, моей лекции будут у вас какие-то интересные замечания, если вы захотите поделиться опытом своим, то, пожалуйста, вот пишите, как мы сейчас с вами уже попробовали, да, в СМС, в том числе и вопросы, какие-то добавления. Ну, давайте начнем. В общем-то, что такое размещение фонда? Я думаю, что вы многие, если даже и не знаете точного определения, но знаете, что это это пространственное упорядочение документов в хранилищах. Две основные целевые функции имеет размещение фонда. Это обеспечить оперативность и удобство поиска документов в фонде при оптимальной его защите. Кроме того, обеспечить рациональное использование помещений для содержания фонда. Но, как правило, наши реалии таковы, что мы ограничены в пространстве, да, в площадях, и поэтому оптимально нам нужно рационально использовать все имеющиеся у нас ресурсы. В процессе размещения выделяют два подпроцесса. Это территориальное выделение подфондов, то есть структурирование, и расстановка документов на стеллажах. Оба эти процесса участвуют в выполнении целевых функций, поскольку и решение о выделении
тех или иных подфондов и выбор способа расстановки определяется задачами рационального размещения и поиска документов. Далее мы с вами поговорим о том, что же такое фонд открытого доступа, какие он имеет особенности. Ну, тут мы будем достаточно кратко останавливаться на этом вопросе, потому что, в общем-то, я понимаю, что много из того, что в процессе я буду говорить, вам уже известно. Фонд открытого доступа, да, ОД, это сокращение общепринятое, если будет встречаться презентация, вы уже понимаете, что это открытый доступ. Открытый доступ к фонду – это способ библиотечного обслуживания, основан на прямом доступе пользователей к документам. Организация фонда, которая обеспечивает пользователям возможность самостоятельного поиска и выбора документов. То есть основной его целью является именно повышение качества обслуживания путем предоставления открытого доступа. Если мы говорим о задачах открытого доступа, то это максимально раскрыть имеющиеся фонды для самостоятельного поиска и выбора необходимых документов, да, самими читателями, а также организовать и для читателей комфортные условия пользования библиотечным фондом. Что говорится о видах, да, открытого доступа? Это доступ может быть частично открытый и неполный, и полный открытый доступ. Значит, частичный доступ, ну понятно, да, что доступ к какой-то части фонда. Значит, видам это может быть по содержанию фонда, по месту хранения, размещения и по времени использования. Если мы говорим о содержании фонда, то может быть доступ только к какой-то отдельной части фонда, например, к художественной литературе, да, к справочной литературе. Доступ к литературе по актуальным каким-то темам, да, например, там, путем организации выставок, да, когда мы из нашего подсобного фонда, из книгохранилища достаем отдельные какие-то материалы по теме. Также доступ к новинкам литературы. Но на сегодняшний день, да, практика показывает, что даже если мы выделяем, останавливаемся на доступе к отдельным частям фонда, не стоит ограничиваться только художественной литературой. Очень активно сегодня люди берут и научно-популярную литературу, и имея возможность знакомства с документами, с коллекциями нашими фондовыми, девизу, да, это повышает книговыдачу. Несмотря на то, что все наши каталоги мы ведем, да, и электронные, и печатные, но ничего, ни один из каталогов не заменит знакомство с книгой как бы вот лицом к лицу. Кроме того, далее я буду говорить о том, что если мы имеем возможность максимально представить не только художественную, но и научно-популярную литературу в открытом доступе, это в разы повышает ее книговыдачу, в разы повышает обращаемость этого фонда. По месту хранения, да, частичный доступ по месту хранения, это понятно, что доступ к фондам в отдельных структурных подразделениях, либо только в читальном зале, да, либо на абонементе. Но, как правило, есть такие коллекции, да, которые нельзя и нецелесообразно иметь в открытом доступе. Это какие-то раритетные издания, ценные экземпляры, да, особо экземпляры, которые, в общем-то, ориентированы на определенную категорию пользователей. Тогда мы уже говорим о том, что не полное раскрытие фонда в открытом доступе компенсируется у нас либо, ну, во-первых, системой каталогов, да, печатных и электронных, для этого нам каталоги нужны, а также может быть использован, значит, частичный доступ, то есть доступ в какие-то определенные, например, по времени использования, доступ в какие-то определенные дни, да, день специалиста, например, когда мы уже допускаем специалиста в наши ценные фонды, где он может уже ознакомиться, посмотреть, изучить и так далее.
Что касается, полный доступ, это я уже сказала, да. Что касается принципов отбора литературы, частично об этом уже я упоминала. В профессиональной нашей литературе вот такие принципы указаны: принцип научности, принцип множества знаний, принцип оперативности, принцип новизны. Каждый из этих принципов может быть использован, он используется, да, при формировании открытого доступа, но на сегодняшний день многие из этих принципов, они не должны быть такой, на мой взгляд, не должны быть такой нерушимой истиной. Потому что даже если мы обратимся, например, к принципу научности, что книги в открытом доступе не должны содержать только достоверную информацию, да? Документы, в которых обнаружены ошибки, факты в датах, содержащие устаревшие сведения, в открытый доступ выставлять запрещается. На сегодняшний день наша книжная индустрия поставляет такое огромное количество книг, да, книжной продукции, отследить за которой не всегда представляется возможным. Понятно, что если какие-то вопиющие факты нарушений, да, ошибок и так далее вы обнаруживаете, эту книгу можно изъять. Но существует ряд изданий, например, известный вам, наверное, автор, да, который ведет у нас передачу на одном из федеральных каналов, это Прокопенко. Он сейчас выпускает ряд изданий своих, которые, в общем-то, очень популярны среди читателей, но в то же время ни на какую научность, никакую достоверность они практически не претендуют. Это его альтернативный взгляд, альтернативное мнение. Говорить о том, что это плохо или хорошо, мы не можем, однако эти книги мы имеем, и, конечно же, им место только однозначно в открытом доступе. Иметь их в каком-то своем подсобном фонде или уж тем более в книгохранении, да, смысла нет. То есть принцип научности, он тоже может варьироваться, да, в зависимости от ваших целей, в зависимости от ситуации сегодняшней в мире, да, скажем так. Принцип множества мнений. Очень интересный принцип. Он говорит о том, что документы открытого доступа должны отражать разные взгляды, мнения в политической, экономической, социальной, культурной жизни общества. Вот очень хороший пример могу привести из практики своей работы. В Национальной библиотеке работает проект, такое направление, которое носит название «Православная кафедра». То есть это комплекс мероприятий, да, массовых, а также направление комплектования фонда православной литературой художественной такой, как мы называем ее, душеполезное чтение, да. То есть выделен из общего фонда религии, да, ВБК 86-го, выделена именно православная литература. Была она в определенный момент стала представлена на стеллаже в открытом доступе. При всем нашем тоже, при нашей тоже большой проблеме с помещениями, мы выделили этот стеллаж, да, подвинули там что-то другое, представили православную литературу, практически полный стеллаж был представлен. И практически вот сразу же, буквально не прошло и недели, да, поступила от человека на кафедре обслуживания жалоба, почему у вас представлен только фонд православной литературы. Где же у нас республика многоконфессиональная, да, у нас много людей, которые придерживаются других каких-то верований, да, и во избежание дальнейших конфликтов, и действительно мы поняли свою ошибку, мы к этому стеллажу сразу же добавили отдельным пластом книги, которые рассказывают о других религиях, в том числе о религиях других стран, других государств, да, может быть, очень редких религиях, учебники. То есть вот этот вот принцип множества мнений, он прямо вот на нашей практике сыграл вот таким примером. Далее, принцип оперативности. Это заключается в том, чтобы в быстром реагировании на изменения в мире науки, техники, культуры и, как следствие, на изменения в читательских запросах и интересах.
Вот этот принцип оперативности, он прежде всего должен проявляться не только в появлении документа в открытом доступе, да, но и в комплектовании определенными документами, которые уже будут активно спрашиваться читателями. Документы, утратившие информационную содержательную часть, они, конечно же, сразу могут быть, должны оперативно, по крайней мере, по возможности изыматься и уступая место более актуальной литературе. Ну, об этом говорить подробно, я думаю, не стоит, вы это все понимаете, да, что мы должны реагировать на читательский спрос и читательский интерес максимально быстро. Иначе мы будем неинтересны нашим пользователям. Ну и принцип новизны заключается в том, что должна быть обновляемость фонда, потому что человек, конечно же, больше любит смотреть на что-то новое, красивое, да, то, что визуально ему приятно. И, в общем-то, в открытом доступе, далее мы будем об этом тоже говорить, чего не должно быть, что книги должны быть все прилично выглядящие, красивые, достаточно приятные, в том числе, чтобы взять их в руки. Хорошо? Далее. Что мы будем говорить далее? Ну, чего не должно быть в открытом доступе. Вообще, документы экстремистского толка, да, на сегодняшний день вообще их не должно быть в фонде библиотеки как таковом. Есть список, он вывешивается на федеральном сайте. Ну и уж тем более этих документов не должно быть в открытом доступе. Кроме того, вот следующий принцип, да, документы, где употребляется ненормативная лексика. На сегодняшний день это тоже принцип, который, в общем-то, может быть подвергнут некоторой критике со стороны библиотечных специалистов. Ну, по крайней мере, мое мнение такое, что даже не мнение, а скорее наблюдение такое, что наш книжный рынок, да, и наша книжная индустрия сегодня дает такой объем литературы, и, в общем-то, свобода слова тоже дает авторам такое широкое поле для деятельности, что даже книги лауреатов и номинантов литературных премий, да, они очень часто содержат так называемую ненормативную лексику. Ну, это уже выбор автора, да, его авторская позиция, когда он рисует нам мир, какую-то картину мира и использует ненормативную лексику. Понятно, что он делает это не, надеюсь, делает он это не специально для того, чтобы как-то выразить свое мнение, свое отношение, свое видение. Поэтому исключать всю книжную продукцию, которая содержит ненормативную лексику, из фонда открытого доступа у вас просто что там останется. Если даже литературные премии сегодня пропускают произведения, которые буквально чуть ли не с первого листа начинаются с ненормативных каких-то выражений. Но кроме того, в открытый доступ не стоит, как вы видите, добавлять книги, которых особое внимание уделяется сексу. Однако, опять же, на сегодняшний день, насколько этот принцип будет обоснован, мы тоже должны подумать. Ну и другие документы, вызывающие в человеке поведение, не соответствующие нормам общежития, здесь я абсолютно согласна, потому что, в общем-то, какой-то фильтр все равно должен быть. Далее. Что говорится о приоритетах в отборе литературы для открытого доступа? Ну, прежде всего, в открытый доступ, конечно же, следует добавить, и однозначно она там всегда находится, это художественная литература. На сегодняшний день, я надеюсь, что уже нет библиотек, которые художественную литературу, по крайней мере, литературу такого повседневного, актуального, ежедневного спроса имеют в подсобных фондах, прячут от читателей. Я думаю, что это уже на сегодняшний день не встречается. Кроме того, я уже говорила, что в открытом доступе обязательно должна быть научно-популярная литература. Здесь еще отдельно хочу отметить, вот буквально опыт последних наших месяцев, когда большое здание Национальной библиотеки закрылось на капитальный ремонт, и мы переехали в помещение, которое делу абонемента дало возможность разместить
большее количество открытых фондов, нежели это было вот в Национальной библиотеке на Советской 13. И мы решили, что художественной литературы у нас достаточно, она переехала, в общем-то, в полном объеме с помещения на Советской, но у нас появились стеллажи, куда мы, в общем-то, имели возможность добавить отраслевую литературу. И несмотря на то, что у нас было такое наше субъективное мнение, что некоторые разделы, вот в частности раздел философия, мы его абсолютно вот не хотели раскрывать в открытом доступе, а тут уже вот некуда было просто перевозить, и добавили 2 стеллажа литературы по философии. Причем самые разные авторы, и научные, и научно-популярные, и учебники, все вместе на этих 2 стеллажах. И к этой литературе сразу же читатели стали обращаться. То есть, несмотря на то, что наше субъективное мнение было такое, что это не актуальный фонд, что его не будут читать, что он будет стоять буквально мертвым грузом там, в общем, абсолютно это наше мнение получило полярное, абсолютно другой отклик у читателей. То есть, эта литература стала выдаваться. Обращаемость фонда вот этого раздела, да, она выросла буквально в 2-3 раза. То есть никогда не стоит однозначно опираться на свое личное мнение, нужно пробовать, добавлять, особенно литературу отраслевую. Пусть это будет пол стеллажа, но вы, по крайней мере, увидите, насколько это актуально для ваших читателей. Дальше, что мы в открытом доступе еще имеем? Ну, в читальных залах это периодические издания, да, за последние, ну вот 2-3 года я бы, может быть, и поспорила, за последние 1-2 года, да, нужно. Кроме того, обязательно нужно иметь краеведческую литературу, в том числе краеведческую литературу, которая будет доступна к выдаче на дом. Ну и справочные энциклопедические издания, универсальные, отраслевые, это тоже все в открытом доступе, в общем-то, должно быть представлено, но, наверное, в открытом доступе читальных залов. Дальше. Ну, если говорить о принципе новизны, да, то тут сразу же у нас определенные требования к состоянию книг, размещению их на полках открытого доступа. Это опрятные неповрежденные документы, не более 2 экземпляров одного издания, потому что если книга больше 2 экземпляров, 2-3 экземпляров, то читателю, есть такое мнение, что читателю кажется, что книга вот она стоит, ее много, никто ее не читает. 1-2 экземпляра этого вполне хватит. Одного наименования, я имею в виду. У автора может быть, конечно, больше представлено. Ну и на одной метрполке не более 40 книг. Для книгохранения это 50 книг, ну, насколько мы можем это соблюдать. Для открытого доступа не более 40 книг, просто для удобства читателя, для выбора его. Значит, особенности размещения на полочках мы уже дальше с вами посмотрим. Что мы, собственно, можем сказать о расстановке фонда? Расстановка фонда – это завершающий этап размещения фонда, расстановка, собственно, на библиотечных полках. В отечественном библиотековедении этот термин появился с XVIII века. Это порядок размещения документов на стеллажах, определяемый объемом фонда, его назначением и составом документов. И, собственно, расстановка должна обеспечивать связь документа с его библиографическим описанием, с его моделью в каталогах. Далее, что расстановка фонда, что она должна нам обеспечить? Должна быть стабильной, простой, понятной. Понятной она должна быть и библиотекарю, и читателю. Почему стоит у меня вопросительный знак рядом со словом «стабильный»? На сегодняшний день очень, ну, по моим наблюдениям, по нашим наблюдениям в отделе абонемента Национальной библиотеки, излишняя стабильность в фонде, даже в открытом доступе, она не идет на руку нашим задачам по продвижению фонда. Если мы меняем стеллажи местами, да, если мы меняем расстановку с одного раздела на другой, перемещаем фонд,
то, как правило, книги, я об этом тоже дальше буду говорить, те книги, которые раньше были, лежали тяжелым грузом, вроде бы хорошие издания, интересные, они, если их ставишь в другое место, на них начинают обращать внимание. Это было понятно нам чисто интуитивно, а дальше я вам расскажу, что оказывается уже в мерчендайзинге это все уже описано и применяется для товаров. И понятной должна быть не только библиотекарю, но и читателю. И видите, у меня восклицательный знак, я бы сказала, что в первую очередь должно быть понятно именно читателю. Далее об этом тоже немножечко я скажу, что читатель не обязан знать наши таблицы ВБК, да? Он не обязан знать даже и какие-то наши внутренние системы, расстановки и так далее. Он зашел, ему должно быть все сразу видно, понятно, ясно, и открытый доступ предполагает, конечно же, максимальную активность именно читателя, а не библиотекаря в фонде. Также расстановка должна создавать максимальный комфорт при поиске документов, это уже вот продолжает буквально первый мой постулат, а также способствовать рациональному, экономному использованию полезной площади, а также расстановка должна обеспечить благоприятные условия для ухода за фондом и его проверки. Это тоже немаловажно для нас, потому что, несмотря на то, что это наша внутренняя работа, да, это все должно быть обеспечено именно эффективной, правильной расстановкой фонда. Ну и, в общем-то, если говорить о способах расстановки, то в отечественном библиотековедении есть теория, да, которая рассматривает два класса библиотечной расстановки фонда. Это расстановка семантического, то есть содержательного типа, и расстановка, основанная на формальных признаках. Более подробно мы с вами сейчас поговорим об этом. Если у вас есть какие-то дополнения, комментарии, какие-то интересные, может быть, ваши личные, интересные или вообще имеющийся у вас личный опыт, да, по расстановке, то все можно, в общем-то, об этом можно писать либо по СМС, да, WhatsApp, Viber, либо можете попробовать в комментариях. Мы сейчас посмотрим комментарии, да, Вань? Может быть, что-то уже есть. Наш. Хорошо. Сразу на будущее вам скажу, да, если вы имеете возможность авторизироваться в YouTube, там, по-моему, с помощью Google аккаунта, да, можно? Да, если у вас есть почта на Google, то вы можете авторизироваться и писать свои комментарии прямо под экраном с трансляцией. И это может быть более удобно, и это, по крайней мере, бесплатно, в отличие от СМС. Вот. Если далее в будущем вы будете в таких трансляциях участвовать, то заведите почту на Google и используйте эту возможность. Значит, на чем мы остановились? Расстановка по содержательному признаку, по семантическому признаку, то есть по каким-то содержательным аспектам, содержательным направлениям в книгах. Да? Это может быть систематическая расстановка. Сейчас мы переключим. Ага, вот. Ну тут мелко, но тем не менее, я думаю, более полезно будет какие-то ваши комментарии здесь послушать или прочитать в нашей ситуации. Систематическая расстановка – это расстановка по отраслям знаний в соответствии с ББК. И если вы на ней остановитесь, то далее мы поговорим о том, что расстановку такую нужно тоже делать по каким-то смысловым блокам. Да? Далее тематическая расстановка, когда издания расположены по различным отраслям знаний, однако по темам больше. И вот если говорить о тематической расстановке, например, очень интересно из последнего, что эффективно сыграло на продвижении книги и на формирование читательского вкуса, выделение, например, таких тем. И книги, выделенные по темам, могут быть разных ББК, сразу скажу. Например, в библиотеке национальной в отделе абонемента был выделен, ну не стеллаж, а, скажем так, тематическая полка по Арктике.
Да, это такая довольно актуальная тема, можно сказать, тренд современного мира. Арктика, да, все о ней. И выделено было, значит, добавлены на эту полку были художественные произведения, это какие-то путевые заметки, да, это в том числе поэзия, да, об Арктике, об этом регионе. Это, конечно же, по ББК это 26 раздел в большом объеме и 63 как история освоения, да, Арктики. И вот этот тематический раздел, эта полка, она, в общем-то, довольно актуальна на сегодняшний день, и книгооборот этих изданий, он повысился. Кроме того, книги о ГУЛАГе, например, отдельный тематическим блоком выделены у нас из общего фонда открытого доступа. И выделены, в общем-то, совсем недавно книги о ГУЛАГе. Было подсмотрено мной в одной из библиотек, и я поняла, что действительно это очень актуально, ведь правда, это очень актуальная тема. Книги эти спрашивают, да, и когда ты начинаешь, ладно, если у тебя нет человека в очереди, да, на кафедре выдачи, тогда ты можешь поработать там с каталогом, заглянуть в Яндекс и так далее. Но если у тебя много читателей в отделе обслуживания, и тебе надо как-то вот быстро, да, разрулить ситуацию, что один просит вот книги о ГУЛАГе что-нибудь, у нас любят читатели говорить, а второй уже стоит там с готовым пачкой, которую ему нужно записать просто-напросто, тогда проще подвести человека к полке тематической, он будет знать, что вот по его интересу есть подборка актуальная. Во-первых, он будет вам благодарен, что вы вот уже о нем позаботились, а во-вторых, это сэкономит ваше время, да, как на кафедре обслуживания, и вам не нужно будет судорожно бегать там по русской литературе, да, по истории, искать там какие-то мемуары и так далее, вспоминать судорожно этих авторов, которых вы, в общем-то, в уме держите только самых известных, да, там Петкевич, Солженицын и так далее. Человек имеет возможность поработать с книгой, он возьмет, может быть, не ту одну, которую вы ему предложите, а сразу несколько. И, в общем-то, это очень интересная тематическая подборка книги о ГУЛАГе, она имеет место быть в фонде открытого доступа и хорошо играет. Дальше, например, у нас выделено отдельно, и я видела во многих библиотеках, может быть и у вас тоже, выделены книги по теме «Здоровый образ жизни». До определенного момента, вот буквально даже до нашего переезда на новый адрес, книги по здоровому образу жизни были расставлены у нас на отдельном стеллаже, понятно, как тематический стеллаж, и в алфавите авторов. Но когда мы переезжали и, в общем-то, распаковывали фонд, мы вспомнили, что назрела такая потребность из этого общего массива книг, которые расставлены по авторам, выделить определенные тематические блоки. И уже расставляя книги на новом адресе, мы выделили там, на этом стеллаже отдельно книги, например, по йоге, книги по здоровому питанию, книги по каким-то методикам похудения или, то есть по корректировке веса, книги по отдельным заболеваниям были выделены на этом стеллаже. И это уже облегчило и нам, да, работу, и читателям тоже, когда они видят, что уже об их интересе позаботились, и они уже могут не ходить там по полочкам, не просматривать все там 6-7 полок, да, в поисках нужной книги, а сразу же идут в тот блок тематический на этом стеллаже, который им интересен. Кроме того, в здоровый образ жизни попали не только пятерка, не только медицина, но также и отдельные книги 75-го раздела, то бишь, например, йога, да, отдельные книги 74-го, да, раздела там по закаливанию детей, например, да, оно было зашифровано в 74-й. Вот. Также, ну, если какие-то интересные вообще или те тематические стеллажи, о которых я вот не сказала, и у вас выделены в библиотеке, да, и мне было бы очень интересно об этом тоже узнать. Поэтому жду ваших комментариев, либо ваших смс, потому что это всегда взаимно полезно.
Вот, очень много не очень много, но вот когда я езжу по библиотекам с лекциями, я, как правило, всегда стараюсь заглянуть в фонд открытого доступа, и так или иначе из любой библиотеки я привожу что-то интересное, как, например, вот книги о ГУЛАГе, выделенные в одной из библиотек, также потом появились выделенные полкой и в Национальной библиотеке в отделе абонемента. Дальше мы посмотрим, мы отвлеклись на тематическую расстановку, да, на примеры. Предметная расстановка. Она предусматривает группировку предметов по рассматриваемым в них предметам, объектам, да, аспектам, событиям, явлениям, персоналиям и так далее. Например, книги о каких-то о жизни и деятельности отдельных личностей бывает интересно выделить. Как правило, предметная расстановка, ну вот на мой взгляд, предметная расстановка может быть такой ситуативной. То есть какой-то у нас интересный, например, деятель, да, или политик, или спортсмен, или актер, да, вот он зазвучал вдруг вот в нашей повседневной жизни, да, по телевизору, да, в средствах массовой информации появилась о нем информация, и тут же вы можете выделить небольшую, вот, использовать как раз-таки предметную расстановку и выделить его произведение, да, о нем, какие-то интересные факты подобрать и вот такую подборку сделать, да, именно откликаясь на реалии современного окружающего вас мира. Кроме того, активно используется у нас в библиотеках жанровая расстановка, практически во всех фондах открытого доступа она используется. Например, выделение отдельно детективов, да, у нас, например, выделены отдельно русские, отдельно зарубежные детективы, потому что есть люди, которые читают исключительно русский, кто-то исключительно зарубежный детектив. Фантастика, фэнтези, как правило, должна быть, на мой взгляд, выделена из общего массива. Поэзия, например, тоже. Выделение поэзии в отдельный блок также у нас очень хорошие имело результаты. Исторические романы, да, могут быть выделены в отдельный блок, потому что есть и читатели, которые увлекаются именно этим направлением. Потом во многих библиотеках выделяют военные, да, приключения. Книги о Великой Отечественной войне отдельно бывает, что стоят в художественной литературе. Ну и вот из последнего, что было у нас тоже выделено, и в общем-то это было выделено именно по результатам наблюдения за читательским спросом. Отдельной полкой, например, стоят, если говорить о жанрах, это семейные саги, потому что появились очень много новых, в обзоре я буду об этом говорить, появились новые семейные саги, которые, в общем-то, потянули за собой спрос на и уже ранее изданные произведения этого жанра. И выделение вот этой отдельной полки с семейными сагами, это тоже сыграло очень хорошо на продвижение фонда. Ну и вот из последнего, что мы выделили, также, не знаю, насколько это жанровая, ну, наверное, жанровая все-таки, жанровая расстановка, это медицинские романы отдельно были выделены у нас. Причем это вот да, именно романы на медицинские темы, какие-то юмористические, какие-то очень реалистичные произведения, где авторы рассказывают о своем опыте, да, как правило, авторы эти медики сами, и вот этот стеллаж, даже не стеллаж, а эти две полочки, они тоже пользуются большой популярностью. Далее расстановка серийная. Ну, вы знаете, да, что это такое, ну, я думаю, если не знаете, то, по крайней мере, используете, просто, может быть, не настолько в теории это все знаете. Это расстановка по сериям, наиболее популярным среди читателей. Ну, у меня вот есть даже пример с нашего отдела. Это выделение в отдельной серии, серии «100 великих». Да, вот она здесь представлена. Не хочет? Ага, вот. Угу. Ну, видите, да, на стеллажике, вот она, «100 великих». Угу. Здесь вы можете посмотреть на другой фотографии. Это когда серия «Сталкер» выделена из общего массива фантастики, фэнтези.
Вообще хочу сказать, что вот выделение серии даже из общего жанрового массива, да, это тоже очень эффективный прием, потому что выделили мы это, в общем-то, больше для себя, чтобы не искать по фонду книги, по там 3-4 стеллажам книги для читателей именно из серии «Сталкер», тем более еще мы не знаем, что он читал, что не читал. А выделение вот таких двух полочек, и вот тут серия «Метро 2033» тоже представлена, в общем-то, сразу же такой положительный отклик от читателей мы получили. Как же хорошо, теперь не надо по всему фонду рыться, а вот все в одном месте. В общем-то, это уже как бы комбинированная, да, расстановка. Но серию Жизел я дальше покажу, когда мы будем рассматривать законы мерчендайзинга, да, как она у нас представлена. Но сразу скажу, что эта жанровая расстановка, она работает только с известными сериями. То есть, если вот был такой опыт у нас, есть замечательная серия, которая называется «Женские лики. Символы эпохи». Очень красиво оформленные издания с золотым тиснением. И выделили мы ее это художественное произведение, выделили из общего массива исторического романа вот эти вот произведения, да, которые вошли в серию «Женские лики». И возможно, тут было два фактора. Во-первых, когда они стоят таким общим массивом, они очень выглядят мрачновато, я бы сказала. Плюс серия незнакомая читателям. Плюс она стояла у нас на двух нижних полках, да, то есть в конце исторического романа две нижние полки. И вот эта вот работа, которая была проделана по выделению этой серии в отдельный блок, она, в общем-то, была проделана, можно сказать, зря, потому что никакого эффекта от этого не было, кроме того, что мы поняли, что не со всеми сериями это работает хорошо. Потом мы пробовали переставлять и на верхнюю полку, да, думали, что вниз, может быть, глаз там не опускается, как-то до этого мы додумались даже сами. Даже при поднятии на верхние полочки все равно это выделение никак не сыграло. И далее мы просто расставили обратно по алфавиту авторов. Так или иначе, эти издания выдаются, но не больше, как бы на уровне с остальными художественными произведениями исторического блока «Исторический роман». Поэтому еще раз скажу, что вот эта вот серийная расстановка работает только с известными сериями. Очень хорошо сыграла она у нас, когда мы ЖЗЛ из расстановки по ББК выделили в общий стеллаж. Выдается просто на ура. Теперь эта серия. А вот раньше была тоже расставлена по ББК, что-то в истории, что-то там в философии, что-то в естественных науках. Вот выдачи практически не было. Как только появился отдельный стеллаж в ближнем как бы секторе к кафедре выдачи, сразу же пошла большая книговыдача этого издания, этих книг. Дальше рассмотрим по формальным признакам, может быть, расстановка. Ну, тут вы уж прочитайте сами, да, у вас останется запись этого нашей сегодняшней встречи. В принципе, это все понятно, да, алфавитная, хронологическая, географическая, языковая, форматная, нумерационная, крепостная. Все эти расстановки вам так или иначе известны, и в завершении нашего разговора о теории, да, расстановки фонда в открытом доступе и вообще расстановке фонда, хочется заметить, и вы об этом, наверное, тоже знаете, что ни одна из расстановок, она недостаточна и не оптимальна. Как правило, используют сочетание двух или более признаков. Об этом вы очень хорошо наблюдали на данном слайде, да, когда вот жанровая расстановка фантастика, фэнтези, внутри у нас алфавитная по алфавиту автора, и тут же еще и идет у нас по серии, да, то есть вот эта вот комбинация двух, а в данном случае даже трех признаков книжной продукции, книги, да, как таковой, она у нас используется. Вот. Дальше хотела обратить внимание. В одной из библиотек, в которых я была, использовался принцип, который, в общем-то, назван у нас здесь географический, да, такой признак.
когда внутри художественной литературы были выделены произведения отдельных стран, в том числе таких как Азия, да, азиатские какие-то страны, Африка, там Нигерия и так далее. Ну, понятно, ладно, еще там Англия, США и другие, да, могут быть выделены. Но выделение очень такое дробное, да, по географическому принципу. Так. Я считаю, что это абсолютно не нужно, и даже это может быть не полезно для открытого доступа, потому что, ну вот на моей памяти, да, например, не было такого запроса у читателей, что дайте мне роман какого-нибудь нигерийского автора, да. Если у вас такое было, то, конечно, может быть, это и, если это часто бывает. Ага, хорошо. Спасибо. Сейчас ваш комментарий видела, очень хорошо, и сейчас тоже немножечко об этом скажу. Закончу, да, свою мысль. О том, что вот географическое такое выделение по разным странам, на мой взгляд, это абсолютно неоправданно. Это может быть даже не полезно для открытого доступа и фонда, да, с точки зрения продвижения книги, потому что и вам-то самим, наверное, не очень удобно искать книгу, да, когда спрашивают определенного автора, определенный роман, да, и вот вы начинаете, либо вы начинаете заходить в электронный каталог, чтобы смотреть, с какого языка переведена книга, да, либо вы начинаете обращаться в интернет, чтобы понять, какой страны этот автор, да, и потом уже бегать по фонду и искать. Да и для читателей тоже это не принципиально и не важно, как правило, да, какой страны данный автор. Тем более, что сегодня может быть так, что автор вырос, допустим, в Японии, пишет он на английском, а сам себя считает еще кем-то по национальности третьим. То есть вот это вот выделение географического принципа, оно хорошо работает только, на мой взгляд, в краеведческой литературе, когда мы выделяем по городам, по странам, там об Уктыле, об Ухте, об Усть-Цильме, да, о Сыктывкаре, тогда да, там может быть это использовано. А вот в художественной литературе географический принцип, на мой взгляд, абсолютно не нужен. Видела, вот сюда, видела ваш комментарий, очень хорошо, да, что в Уктыле в библиотеке выделены книги по теме «Сибирский роман». Действительно, очень и очень хорошо, что вы выделяете эту серию, потому что у нас тоже она выделена, и тоже очень хорошо она работает. Вот это вот тематическая, ну там у нас 2 полочки, может быть 1 полка, наверное где-то 1,5 полки. Что интересно, есть новая серия «Сибириада», «Сибирский роман», да, какие-то там сибирские хроники, не помню как точно она называется, «Сибириада» это точно есть такая серия. Но это новые, многие переизданные романы, да, что-то выходит новое, что-то выходит интересное в этой серии всегда. Читатели есть большие любители этой серии, и даже те, кто раньше ее не читал, когда выдаешь, да, смежные по его интересу, вот сибирский именно роман, он, как правило, возвращается к этой серии в следующий раз. И у вас уже развязаны руки, вы уже можете просто подвести его к полке, да, он выбирает сам. Плюс туда были добавлены, вот мы такое решение приняли, мы добавили к этим новым переизданным красивым изданиям те советские романы, которые тоже написаны по данной тематике. Да? То есть там, по-моему, Федоров, кто-то Абрамов, ну могу сейчас уже вот точно не помню, но мы добавили туда именно советского периода издания, который тоже рассказывает о покорении Сибири, да, о трудностях вот этих вот, которые люди преодолевали, да, о тех же там золотоискателях и так далее. И эти книги старые, которые в подсобном фонде стояли, там пылились, да, не выдавались, они начали по-новому играть вот уже после того, как они стали включены вот в эту красивую серию «Сибириада». Просто они там вот физически появились, и их тоже стали брать, читать, вспоминать. Действительно, у нас ведь были такие книги и раньше. Поэтому вот если вы не пользовались таким приемом, пробуйте добавить туда старые издания даже советского периода, как они у вас пойдут. Давай еще раз посмотрим, что еще появилось. Хорошо.
Ну, далее мы рассмотрели с вами формальные признаки, да, подробно не будем на них останавливаться. В общем-то, в теории вы все это библиотечное найдете. Далее, когда мы говорим об открытом доступе, есть отдельные принципы, которые тоже не стоит забывать. Это тематический принцип, приближенный к запросам пользователей. То есть вот когда появился запрос, вы сразу или пусть это, ну лучше, конечно, чтобы это был не один запрос, а какой-то определенный спрос категории пользователей, и сразу же на него нужно среагировать. И это будет и вам, и читателю очень приятно и полезно. Кроме того, зонирование, об этом мы немножечко дальше поговорим подробнее. Я вижу, что у нас первый час уже заканчивается, поэтому на таких каких-то моментах, которые, в общем-то, теоретически, буду останавливаться уже меньше. Дальше у нас все уже пойдет больше такой практический блок из опыта работы. Зонирование, да, законы мерчендайзинга мы рассмотрим, буквально там 3 закона, которые используются, как правило, в расстановке продуктов и предметов, да, в магазинах, то есть товаров, а также расположение отраслевой литературы по блокам. Просто буквально пролистну даже этот слайд, потому что он не настолько на сегодня уже важен в свете нашей темы с вами. Вообще, если говорить о том, что, помните, мы говорили, что расстановка должна быть стабильной, да, не всегда это полезно, но иногда бывает настолько нестабильная расстановка в библиотечном фонде в открытом доступе, что просто кажется, что как с этим работать. Первые такие были вопросы у меня появились, когда стали по России открываться библиотеки в новых, отремонтированные, да, с новыми интерьерами, с новой мебелью и так далее. Это, сразу скажу, это мое субъективное мнение, но основано оно на опыте работы именно в фонде отдела абонемента, в том числе на кафедре выдачи я много работаю. Насколько удобно, когда у нас, например, выделяется слишком много зон, или когда, то есть избыточное зонирование, да, происходит, либо когда у нас появляется разного рода вот такая вот мебель, которая может трансформироваться, да. Видите, да, что вот это вот все ездит, это может перемещаться, может туда-сюда. Вот здесь вообще непонятно, например, что может быть расставлено, ну, возможно, какая-то тематическая, да, подборка. Но если это все перемещается по библиотеке, то есть читатель, как правило, приходит в библиотеку, так активные читатели приходят где-то 2-3 раза в месяц. Если каждый раз у нас будет в новом месте стоять этот стеллаж, если у нас будет постоянное перемещение фонда, да, в помещении открытого доступа, то насколько это будет удобно, во-первых, читателю, который все-таки пришел за определенной книгой, он помнит, что вот у нас эта тематическая подборочка, его любимая, стояла там. Теперь ему нужно по всему фонду пройтись, чтобы ее искать, да? А у него, может быть, нет времени на это. И насколько это удобно библиотекарям. То есть вот эта вот излишняя подвижность фонда, она тоже не очень хороша. Поэтому, когда вы выделяете зоны, и если вы будете, в общем-то, делать, ну это чисто вот мое субъективное мнение, сразу скажу, у вас может быть другое. Не стоит излишне увлекаться вот этой вот мебелью, которая модульная, да, которая может трансформироваться. Пусть это будут отдельные такие какие-то штрихи в интерьере, да, и расставьте там, например, новиночки. Все-таки для читателей более удобно и интересно какая-то хотя бы относительная стабильность фонда, в том числе при зонировании. Кроме того, современная модель библиотечного пространства, она просит выделения таких зон, как зона для чтения, да, ну, тут мы видим на слайде, очень ярко это выделено, представлено, но это может быть просто даже какой-то удобный пуфик, да, в зоне, пусть даже между стеллажами, это может быть просто элементарно стул, на который можно присесть и пролистнуть книгу, вспомнить, читал ты ее или нет. Это может быть небольшой, просто даже какая-то табуреточка, элементарно поставить сумку, да, то есть для чтения зоны, конечно, нужны в открытом доступе,
и об этом нужно подумать. Кроме того, как правило, в библиотеке в открытом доступе должна быть всегда справочная служба. Ну, на абонементе это, как правило, роль это выполняет именно обычно библиотекарь на кафедре обслуживания, да, а также зоны для релаксации, для игры, для творчества, для отдыха, они тоже должны быть. Вот сразу покажу следующий слайд, он уже более по теме нашей. Если говорить о зонировании, да, то очень интересно и вообще обязательно нужно использовать все ваши имеющиеся помещения, все отделы, все какие-то небольшие такие подотделы, да, и продвижение книги, оно может быть идти даже от самого как бы входа в библиотеку. Почему у нас, например, появилась вот такая вот небольшая экспозиция, да, буквально выставка, может, даже не выставка одной книги, а просто книжка, которая выставлена была на секторе регистрации. Все читатели, которые проходили в библиотеку, несмотря на то, в какой они отдел бы ни шли, они проходили через сектор регистрации. Там они получали, либо записывались в библиотеку, да, либо оформлялся им вход в библиотеку. Ну, у нас автоматизированная система. А вообще, наверное, тоже у вас есть такая вот небольшой такой сектор, который занимается записью читателей, да, либо это может быть даже просто кафедра на гардеробе, да, где читатели останавливаются, чтобы просто там раздеться. Почему возникла такая идея, что нужно как-то бы вот продвигать книги даже для тех читателей, которые еще не зашли на абонемент, наш отдел? Я уже говорила, что у нас был очень большой подфонд, то есть такой фонд подсобный, который не был представлен в открытом доступе. И иногда было очень обидно, когда совершенно замечательные книги, иногда даже новинки, иногда это просто такие редкие какие-то уникальные, очень хорошо иллюстрированные издания, и они, не имея для себя места в открытом доступе, они просто были вот, ну, буквально там похоронены в этом подсобном фонде, и никогда читателю на глаза не попадались. И выдавались они очень-очень-очень редко. И вот мы решили, что нужно как-то продвигать, да, этот фонд. Ну, начинали с того, что выставляли их на кафедре выдачи, но был такой определенный контингент читателей, которые не приходили на абонемент. Они приходили в отдел краеведения, в отдел там периодики, да, почитать прессу, кто-то шел только в иностранный отдел и так далее. И как только вот такой небольшой вот блок оформлен был на секторе регистрации, через который проходили все читатели, туда мы стали выставлять вот эти книги, которые девизу читателям, может быть, не попались бы вообще, большинство читателей никогда бы не попались в руки. Именно отраслевая литература, интересная, актуальная, но та, которую в открытом доступе просто некуда было поставить. И сразу же выдача этих книг повысилась. И буквально были такие случаи, как только мы книгу поставили, уже сразу же следующий читатель, который зашел в библиотеку, он ее забрал. Бывало, что мы до 4-5 книг в день меняли. Бывало так, что книга стояла сутки, и на следующий день уже просто приходилось ее менять, потому что никто ее не взял. То есть как вот это избитое выражение, да, театр начинается с вешалки. Также библиотека должна быть библиотекой везде, вне зависимости от того, что это гардероб, да, или какой-то сектор регистрации, или это там центр правовой информации. То есть книга должна быть везде. Вот используйте все эти возможности представления, да, своих книжных коллекций, своего основного богатства книги. Используйте по максимуму вообще. То есть книга может быть представлена в любом помещении библиотеки, лишь бы она нашла своего читателя. Ну, далее вот при расстановке по ББК есть такая рекомендация, что если вы используете расстановку по ББК в отраслевом фонде, да, в фонде открытого доступа, то следует по тематическим таким блокам, да, все-таки приближенные по содержанию книги, нужно, в общем-то, вот по таким блокам распределять, да, то есть человек, который интересуется историей, он также может интересоваться политикой, экономикой, да, общественными какими-то там направлениями. Это все очень хорошо на практике было у нас использовано, это все, конечно же, тоже
хорошо играет на продвижение книги. Кроме того, вот, например, художественная литература была поставлена у нас в последний момент, вот сейчас уже вместе с такой популярным литературоведением. Популярное литературоведение — это не труды там Гинзбург, да, или других известных литературоведов, а это там литературоведение, которое рассказывает о поэтах, писателях, да, с точки зрения какой-то такой их житейской жизни, да. Ну вот известная серия есть «Автор без глянца», да, там Ахматова без глянца и так далее. И тоже вот это соседство художественной литературы и литературоведения, оно тоже хорошо играет на выдачу изданий. Есть такой еще прием, может быть, вы о нем слышали, когда литературоведение, книги об авторах расставляются внутри художественной литературы рядом с произведениями самого этого автора. Был такой тоже опыт в порядке эксперимента, просто, например, мы расставляли книги о сестрах Бронте, да, рядом с их произведениями. И тоже это очень интересно сыграло, то есть люди обращались к этим книгам, которые зашифрованы в литературоведении, которые, в общем-то, так сами по себе бы, может быть, никогда и не обратились бы читатели к этому разделу, к этим книгам. Но тут, когда они стояли рядом с произведением этих авторов, да, в общем-то, читатели обращались. Но это был такой именно эксперимент, сейчас у нас не реализована эта идея, ну вот как вариант попробовать можно вам тоже. Дальше. Законы мерчендайзинга, которые мы можем использовать при расстановке фонда. Так или иначе, понемножечку я об этом упоминала в ходе вообще, когда говорила о расстановки как таковой, да, но отдельно мы об этом тоже чуть-чуть поговорим, у нас уже времени немного, но в общем-то я уже и заканчиваю эту тему. Первый закон, закон фигуры и фона. О чем он нам говорит? Что один из объектов может быть выделен на фоне других, может быть выделен за счет размера, да, книги, за счет нестандартной оформления какого-то, да, на фоне других, за счет контраста по цвету, не только по размеру, да, но и по цвету, например. Ну и вот такой один из примеров, когда я говорила, что Жизел, да, у нас выделена как серия. Вот здесь у нас буквально просто кто-то по наитию поставил книгу о Калашникове, да, в общем-то, обложечкой уже не форзацем, да, а обложкой к читателю. И сразу же эта книга была выдана. Понятно, что библиотекарь, когда, одна из моих коллег, когда она это делала, у нее было два таких движущих момента. Во-первых, она получила эту новую книжку, да, о Калашникове, буквально вот только-только из дела обработки. И второе, что у Калашникова в этом году юбилей, да, о нем много говорят по телевизору, где-то в СМИ это часто упоминается. И вот она поставила таким образом. В общем-то, она по своему наитию использовала один из законов мерчендайзинга, да, когда одна из фигур выделяется на общем фоне. К каким книгам это может быть также применено? Например, очень часто у нас возрастает с вами, вы, наверное, замечали, что возрастает интерес к экранизированным, да, или каким-то новым экранизациям произведений, когда выходят книги о каких-то известных личностях, да. И вот, например, сейчас у нас идет, да, сериал о Муслиме Магомаеве, да, и вот как бы большое мое сожаление, что в фонде абонемента нет книг о нем, потому что у нас есть фонд отдел литературы по искусству, который комплектуется, в общем, такими изданиями, да, об музыкантах, о художниках и так далее. И вот интересно, воспользовались ли они этим, да, вот таким поводом информационным или нет? Мы бы это уже давно бы воспользовались. Допустим, была экранизация, когда Стивена Кинга «Оно», это просто было что-то невероятное с ажиотажем на эту книгу. Ну, это вы, наверное, тоже многие замечали. И вот такое выделение, да, одной из книг на общем фоне, оно может быть не обязательно на стеллаже.
Это может быть вот как в каком-то отделе библиотеки, да, просто ярко оформленный небольшой кусочек пространства, где одна из книг может быть представлена. Дальше у меня нет отдельного слайда, но закон уровня глаз тоже очень ярко в библиотеке может быть проиллюстрирован. Ну, понятно, что мы воспринимаем информацию на уровне своего роста, на уровне своих глаз. И поэтому, если верхние полки стеллажей, они еще хоть как-то могут быть осмотрены читателем, то вот самая нижняя, да, полочка, она совершенно, да, вот уровень глаз, он повыше немножко. Но вот нижние две полки, они совершенно уже не попадают в поле зрения читателя, пусть он даже может быть любого не очень высокого роста. Как правило, вторые и третьи полки, они наиболее осматриваемые, при этом следует учитывать, что мужчины, например, смотрят далеко, могут обратить внимание на верхние полки, а вот женский взгляд уже он все-таки на уровне глаза немного ниже обращается. Что с этим делать? Ну, есть такой прием, когда, например, на нижнюю полку можно поставить собрание сочинений, да? Если у вас на данном стеллаже представлены, например, произведения там Достоевского или Гоголя и так далее, да, то вот отдельные произведения ставятся в общем массиве алфавитном, а вот собрание сочинений можно поставить вниз. Потому что понятно, что это литература повседневного спроса, да, в том числе и студенты, многие сейчас взрослые люди перечитывают классику, но ставить собрание сочинений в общем массиве нет смысла, потому что, как правило, корешки у них не информативны, там только нумерация идет. Вот нижние полки можно использовать для такого массива документов, которые вам нужны ежедневно для выдачи, но читателю они будут не настолько обозримы, и, в общем-то, будет оптимально использован весь стеллаж, и в то же время на уровне глаз будут книги, которые актуальны и спрашиваемые. Далее, закон мертвой зоны. Вот он очень активно, в общем-то, пересекается с законом уровня глаз, потому что есть, как я уже говорила, есть места, куда человек не заглянет никогда. Что можно еще сделать с вот теми зонами, которые, в общем-то, являются плохо просматриваемыми, да, для читателей? Можно поставить туда, кроме собрания сочинений, можно поставить туда какие-то толстые книги с очень четким шрифтом, с хорошо читаемыми надписями, да, то есть если уже он взглянул туда, ему не нужно читателю присматриваться, да, наклоняться и так далее, он уже сразу увидит, что там находится внизу, насколько для него это актуально. Ну и, как я сказала уже, либо какие-то собрания сочинений, либо дублетные издания, которых у вас в фонде много, да, вот, например, у нас много Джорджа Моэс, да, «До встречи с тобой», там буквально, ну, есть, наверное, 4 экземпляра. То есть в общем массиве алфавита на уровне глаз мы ставим 1-2 книги, да, и свой какой-то этот стратегический запас, который тоже, возможно, уже завтра будет выдан. Мы ставим вот эти дублетные книжечки, мы ставим на нижнюю самую полочку. Потому что ходить с ней в подсобный фонд за этими изданиями каждый раз, а у нас сейчас, например, подсобный фонд вообще по другому адресу, в другом конце города находится, это совершенно неудобно. Кроме того, если уж вы приняли решение, в общем-то, использовать нижнюю и верхние полки в общем алфавите, в общей расстановке, да, не хотите там никаких зон выделять отдельных, можно что еще делать? Например, есть книги, которые по жанру трудно отнести к какой-то определенной категории. Например, бывают детективы с каким-то мистическим таким содержанием, да? Бывают, что еще? Бывает, что женский роман с элементами магии, да, и тогда можно пробовать, если у вас эти книги уже, вы видите, что вот они в общей тематике застоялись, да, они находятся по алфавиту, так сыграла судьба, что они в мертвой зоне, да, находятся, попробуйте переставить их на другой тематический стеллаж. То есть из детектива он попадет в фантастику, и там он будет стоять в алфавите на уровне глаз, и уже он, возможно, получит новую жизнь, эта книга.
То есть вот такая вот подвижность фонда, она сыграет только на плюс в данном случае. Ну вот закон мертвой зоны, как этого избежать, тоже отдельно у меня есть. И, в общем-то, это последний из слайдов. И самое главное, что нужно знать, чтобы продвигать свой фонд, да, посредством именно расстановки, и об этом я не раз упоминала в ходе лекции, это то, что нужно всегда активно и оперативно реагировать на потребности наших пользователей.